У Пінску на будаўніцтве шматпавярховага жылога дома загінуў рабочы. Няшчасны выпадак адбыўся ў суботу раніцай пры правядзенні будаўніча-монтажных работ па праспекце Жаўтоўскага. Пры дэмантажы апалубкі сцен з узроўню другога паверха упаў 50-гадовы муляр-монтажнік. За выхадныя ў рэгіёне зарэгістравана 9 пажараў. 3 чалавекі загінулі, 2 атрымалі апёкі рознай ступені цяжкасці, 6 выратаваны. В Жабинке на улице Центральной произошел пожар в трехэтажном здании общежития. Здание оборудовано системой противопожарной автоматики, поэтому в областном управлении МЧС своевременно получили сигнал о задымлении и произошло своевременное оповещение жильцов. В результате 30 человек благополучно эвакуировались из здания до прибытия подразделений МЧС. Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулыя выхадныя зафіксавана па лінії крымінальнага вышуку – 9. Сотрудниками патрульно-постовой службы Пинского ГУВД около 20-40 был задержан местный житель, нигде не работающий, 1995 года рождения. При осмотре у него было обнаружено 23 пакета с некурительной табачной смесью на свай, общим весом около 450 граммов. В настоящее время по данному факту проводится проверка. За минулые выходные зарегистровано 5 дорожно-транспортных здарэнняў. 1 человек загинул, 10 атрымалі раненні рознай ступені тяжкости. Также 25 ноября около 20 часов 35 минут на территории Брестского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 33-летняя жительница города Кобрина, управляя автомобилем марки «Шкода Рапид», двигаясь по автодороге М1 в направлении от деревни Тельмы-2 в сторону города Бреста, совершила наезд на движущуюся по проезжей части женщину-пешехода. В результате происшествия пешеход с тяжелыми травмами был госпитализирован в Брестскую областную больницу, но 26 ноября около 11 часов 40 минут поступило сообщение о том, что женщина скончалась. Предварительно личность погибшей женщины установлена не была, но на сегодняшний момент мы можем сказать, что это 1958 года рождения, жительница деревни Тельмы-2. Супрацоўнікамі брэсцкай мытні выяўлена 108 адміністрацыйных правапарушэнняў на мяжы. В пункте пропуска Верхний Теребежов гражданин Украины при пересечении границы заявил о том, что перемещает $1200 США. И в соответствии с законодательством такая сумма не подлежала таможенному декларированию. Однако в ходе проведения операции таможенного контроля была выявлена незадекларированная валюта, а именно евро, украинские гривны, российские рубли и доллары США, которые в эквиваленте составили свыше 21 тысячи долларов США, превышавшие установленный эквивалент 10 350 евро, изъятых до решения суда.